Ассаламу алейкум. В эфире программа «Неделя». В студии Ислам Ершов, и вот о чем расскажем вам сегодня. Мусульмане всего мира на этой неделе отметили День Ашура. В доме главы Чеченской Республики прошли масштабные религиозные мероприятия. Новую школу и детский сад открыли в Грозном. Глава Чеченской Республики проверил условия для ребят. Экскурсии по городам и активный отдых в горах. Туристический поток в Чеченскую Республику только увеличивается. Здесь очень классно, здесь очень красиво. Флагман в сфере выращивания овощей. Тепличный комплекс из Чеченской Республики Юг Агрохолдинг участвует в программе импортозамещения. После введения санкций мы полностью перешли на российские удобрения. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. مدهم ده تنحون تون ديلا أتأدلش هم حيغ أحشين ألش هر إسلام دين شريعة هر عملش دوغ بس بيلشين هر بلخش ألا تسألش أنت يا صلى الله عليه وسلم دائما ناحي موت ديل حيخوش إيه دلحت بيلح اللق بيمرو عليه الصلاة والسلام. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. 9 августа мусульмане встретили День Ашура. Это особо почитаемая в исламе дата. Глава республики пригласил к себе домой известных богословов и соратников. Совершив разговение, они прочитали зикр и мавлид, восхваляя любимца Всевышнего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Также в доме главы республики собрались сотни мюридов шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. Объединившись в едином зикре, они попросили у Всевышнего благодати и прощения для всех мусульман нашей уммы. Peygamber aleyhissalatu vesselam salavat dillere dukka teyp dig amal iştahan yerç o silah doş mehal doş bohbara tawsler büslerin ve paç Ramazan haj busumnaha qadiri tariqa çu'boş bol haji murid şusmi haqiqin terk marha dastitin Peygamber xastoş aleyhissalatu vesselam mevlid yeşitin çak zikr dina işte ve mahkanna ve Peygamber ummetena aleyhissalatu vesselam أقوين إيرا مسان إيرا بالدا عبر ديلة ديوخوشا دقساغا دقي. Новый детский сад на 240 мест открыли в Байсангуровском районе Грозного. События приурочили к 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Дошкольные учреждения построили в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики. На торжественную церемонию прибыл и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в материале Седы Хасиевой. Шарики, счастливые улыбки на лицах и символическая красная лента. Для открытия детского садика Берела все готово. Начиная торжественную церемонию, с поздравительной речью выступила начальник департамента дошкольного образования Грозного Хадижат Кадырова. Открытие нашего сада мы приурочили к 71-й годовщине со дня рождения моего дедушки, великого человека, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я искренне желаю самое лучшее, что я могу пожелать, чтобы каждый ребенок, воспитывающийся в наших садах, оправдал его надежды. Ведь он больше всего на свете мечтал, чтобы наше подрастающее поколение было самым счастливым. Почетным гостем торжества стал глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он пожелал успехов в работе сотрудникам дошкольного учреждения. 240 krepassan dagen, indagen, hazjok dagen, mettigös, det bärsen loz mettigös dagen. Och mycket tätsa din skepar in dagen, sädik yukardas och hjärta dagen.
يحيوش يحيوش دوينالدوش شاشكول دان دولجين عدان تو حق سادي عدان درتو تيجي عدانه البيرشن دان شكولني برنامات عدانه تيجي عليلو ديزك دي عدان خاخوش بيرش قيت ورقي ورعش بابر دان دادي عبير كتيول. Сделав совместное дуа, глава региона вместе с Хадижат Кадыровой перерезали красную ленту. Рамзану Хаджи Кадырову провели экскурсию по зданию. 12-й групповой сад. Здесь просторные и светлые помещения, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет. На дворовой территории спортивные площадки и 12 теневых навесов для защиты детей от солнца и дождя во время прогулок. Для каждой группы детей есть свой уголок. В него входят спальные места, столовая, а также игровые комнаты, в которых дети могут не только играть, но и творчески развиваться. Всего в детском саду будет обучаться 12 групп, по 20 воспитанников в каждой. Сегодняшнее открытие, я остаюсь без слов, одни эмоции. Это не только восторг, это подарок, это замечательный замок, замечательный детский сад. Просто мне даже не верится, что такое прекрасное заведение мне доверили. Так как сад новый, он сделан по новейшим технологиям. Тут есть все условия. И для нас, для работников сада, для детей. Открытие дошкольного учреждения приурочили к 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Седа Хасеева, Маусар Даудов, Аслан Висхаев. Неделя. В Байсангуровском районе Грозного распахнула свои двери и новая школа. Она рассчитана на 720 учеников. На открытии также присутствовал глава региона. События приурочили к 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Открытие новой школы – радостное событие для жителей Байсангуровского района. Она рассчитана на 720 посадочных мест и поможет ликвидировать трехсменку. Торжественную церемонию посетили Рамзан Хаджи Кадыров и его соратники. Праздничное событие приурочено к 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для педагогов и школьников здесь созданы все необходимые условия, оборудованные по современным требованиям кабинеты, спортивные актовые залы, библиотека и благоустроенный двор с футбольным полем. В своем выступлении глава региона пожелал школьникам удачи в учебе. Он отметил, что, следуя курсу Ахмата Хаджи Кадырова, для образования в республике создаются лучшие условия. ويدعونا أعمل عشبولين يقبو داخل سنيات ياح يلا نرشل أصنو دعونا فندامنت دعونا تانوي достойно дауна даушуэл команду войдвак тиеш дауна дали мосо вучм налар дуэл дал чудор достал берег дауна хай алхитам бош дака иман ислам дош майдал дуэнела дош дауна 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 могшал людом дауна могшалайош дауна векомана махна дауна бусал дин пайди абошки буэл. В образовательных учреждениях республики работают специалисты высочайшего уровня, отмечает министр образования и науки Хошбау Дидаев. Он выразил благодарность региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за всестороннюю поддержку в строительстве и ремонте школ и в улучшении материально-технической базы. Республика Айолшола профессорский преподавательский состав олацинах еще хор бата хор шарх элцаша баки бебарца талоч قاتلوش خلش بالا خز قیمش بو هند الشریعه شلش کلش هو چوده کدیش طول بیرش هند حال هو حوالی حی خوش عرض هو هرزن جو اسپرت زالیوش هرزن یقی چوین شش کل خیریو الچه غين حوير والخيرو إيردوش خيلو زامنش دايان جينيات وين تغنا وريسبوبليكا ح كلاش شعبير دقدولش ديل غية ما ريسبوبليكا حل تو دولارتا قش قام دو 9 مليون 8 مليون صوت تغن قام صوت دل دو وين دخش كولش كح يبيرش تقيتش
إش عامو تشوح خلما بيز بول خواتو أتونش بوش بر هرشكول شيرتسه هورشر أتو سوبولش بو ديريز خلون ليرمي باتش إش تقستن بركل ديريز خل آلسون والحلقة باتش عامد حاجيت أرخيول شو رجعنا لنا أبشستين فوند سنكيوغا لايوش الأيماني حاجون دالجي بجت حدا إمام ملا أرتخل زام سيخ دعيود هور بتع هور دينا حشكول شو عيش دقي سيخ تيويش خل سون دير فوند وتخون استعديش تك دقنا وصل دو إشوز ضيق شكول يوتسق مسو شكول شكاحة كنيجي دير دادول دل تابيش بالتخود قاتشلز فونتو ديشتك دوقنا وستلدو دال ديكنز بيخم بويلا دال حدقوا ويل دال عالش ويل دال بيركتي تيقوش عرقي دويل خوشكول شكاديري صلون. Глава региона вместе с мэром Грозного и министром образования и науки Чеченской Республики перерезали красную ленту. Директор новой школы Элина Таташева показывает Рамзану Хаджи Кадырову новое учебное заведение. Лидер субъекта убедился, что каждое помещение оснащено всем необходимым для учебы. Здесь у нас мобильная электронная библиотека. Это альтернатива нашим привычным учебникам, нашим привычным книжкам. Ребята могут заниматься индивидуально на электронных носителях, подзаряжаться при необходимости. Обустроена зона отдыха. Ребята могут проводить время, делясь впечатлениями при чтенных книгах. По последним требованиям ФГОС кабинет оснащены всем необходимым оборудованием для проведения предмета биологии. Без проверки не остался и спортивный зал. Игры, футбол, баскетбол проходят в данном зале, гимнастика, атлетика и волейбол во втором зале. Рамзан Хаджи Кадыров пожелал педагогам удачи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном открыли памятник Байсангуру Биноевскому. Футуристическая скульптура герою чеченского народа установлена в центре круговой транспортной развязки. Территория монумента оборудована подсветкой и облицована натуральным камнем. نوخشي خلق تربل هوي خلق بوزيت بيز دامي شعب يحكن بخاي ديز البولي نقبو اي وجور حلقه и ногчи халкнул истории цар ларарду. Глава региона отметил, что такие проекты крайне важны для современного поколения. Идея возведения монумента реализована по инициативе заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики Залины Дадаевой. Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил ее и присвоил почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики. بالخومات على توجه شاع على هاولي لا توجه لك دون داك إز دون ديش علم دويش داك بقلاش يجا ميرل دوينل داك يح يح نوتشق أم ديزر تسخيل يح يشترواتر كوج كوج مصو دون ما أربعك بقشي دون هذا ودنيا دون واحد سبيلان دون Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с командирами и бойцами чеченских спецподразделений. Вместе они обсудили достигнутые цели в проведении специальной военной операции на Украине, вопросы улучшения материальной базы и многое другое. Подробнее расскажем в следующем материале. Совещание с силовиками Рамзан Хаджи Кадырова начинается с слов благодарности бойцам за доблестное несение службы и защиту Родины. Особо глава региона выделил профессионализм военнослужащих, благодаря которому удалось за короткое время освободить Луганскую Народную Республику. Луганск, полностью очистить, главный доктор, да, алец, и вот сумма на баркал дерез, да, различие чёнштон, да, дикенс, да, я двелес, ну, и все-таки спецоперации чекалят, а мы чекана войн команд дельчана войдона кичел диш туктастон. Глава республики поручил командирам докладывать об оснащенности своих батальонов. В случае необходимости самое лучшее вооружение, техника и медицинские принадлежности будут переданы чеченским бойцам, отметил Рамзан Хаджи Кадыров. Наши подразделения доктор Халдон, Хаджаш, Üyüşte hararet hunde üyüşte tonar tadat stanod berdonash elchana dona ve problem shtabi don shtabi kuyo hodon Muhammad Davud yani hondon
шестая дон, связи армасяций дон. Так, Министерство обороны дон, курс, батальон, полкусяций дон, полный связи дон, военные задачи дон, Кочи, Живой Берж дон, Донецкий Адол дон, дик показатель Шигурович дон, так, Отдельно Рамзан Хаджикадыров затронул вопрос о так называемых фантомных батальонах на территории Украины, которые носят имя шейха Мансура. Они порочат героя чеченского народа, и с ними должна вестись особая борьба, отметил глава республики. Шейх Мансур так, да, он одни шей, больше, да, и сандиршил, он шутся, да, да, üç tane oyun sanmetta üç istayacağım oyun hatta da stone da ema üç milli don çok yok dog yok da yediler pagelsen da yediler da en bayda hur çok da stone tat erşür don ta hor paçalko da şeyin isports da ham bir çıkınar da üç Avrupa 100 diye boş da izначально when zahar я последующем сидят там бельгиан замер hala da Европа da NATO da Нацизм, фашизм и сатанизм, которые бушуют на территории Украины, обладают особой безнравственностью. Уничтожение такой нечисти есть настоящий газоват, отмечает Рамзан Хаджикадыров. Именно в такой борьбе проявляют мужество и героизм чеченские бойцы. Мухаммад Джамалулейл Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Чеченские бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, продемонстрировали настоящее мужество и героизм. Об этом говорят успехи спецподразделений, которые освободили ЛНР и значительную часть территории ДНР. Один из героев борьбы с неонацистами – Магомед Эми Ахматукаев. Вернувшись домой, он поделился с нами уникальными кадрами, которые запечатлел в ходе боев. Сюжет Мухаммада Джамалулейла. Магомед Эми Ахматукаев не только опытный пулеметчик, он также увлекается видеосъемкой. Пройдя героический путь со своими боевыми товарищами из специального полка полиции имени Ахмата Хаджикадырова, он собрал эксклюзивные кадры с мариупольских боестолкновений. Здесь видно, как он и его боевые товарищи, не жалея себя, выполняют долг, защищая родину. Теперь Магомед Эми пересматривает эти съемки уже дома. Üstəgə bolçan çox quraltanan seylər qısıqdan. Nə balğır daval, bağır dona, çəkilə duğay balğır damal. Nə bölüş balağa çərçini dona, nə qoşsana özərsini Ukrayna davaya. Çəgə nə qaltı açışı, xəz çərçin davatın, şəqvalit awwal. Paçodan, halı zada çölü boyunqdan çəqə qırıt komandir və məllərdən. وانت دلنم چاق تاقردو یا چاق تاقرتن وقت ليردو تعد بوقчари چاق تاقردو да алмула. Провожая Магомеда Эми на Украину, отец Ильяс сделал ему наставление, достойно себя проявить в защите религии и родины. Дела давючуч масудена йохкан биз отенгюта элла синг хайон тенгют ха рош мони элвиз хайон анисош йока хашин шат асютурат. Бойцы, участвующие в специальной военной операции, хорошо оснащены. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджикадырова обеспечивает их едой, медицинскими препаратами и всем необходимым. Мама Магомеда Эми тоже хотела поучаствовать в благом деле. Как она признается, частенько отправляла посылки с едой сыну и его товарищам. حوصان حسين ديل ريس خليلتا مصانا ديل داعي كامير تول فيست خرسون تو أرق سندوش خرجتي خدام داتر самгаттор сагаттичон диду неямеш мабарсига. Брат Магомеда Эми тоже собирается связать свою судьбу с военным делом. Уже в этом месяце он выходит на службу в один из новых батальонов Министерства обороны, созданных в Чеченской Республике по инициативе Рамзана Хаджикадырова. يال ورق شخانا يتجا إيش تقن أولاخر ور حقن سلج أتاخر دريال إيش دوق ويلخل تجوا أروى بقصدها مقطع. Такая возможность появилась у многих молодых людей, кто хотел вступить в ряды правоохранителей. В поселке Ханкала за считанные дни появился целый военный городок. Реконструкция казарм, где будут размещаться новые батальоны, практически завершена. На территории военного городка также мечеть на 1000 мест, большая площадка для построения, футбольное поле и полоса препятствий. Уже совсем скоро ими будут распоряжаться бойцы. Мухаммад Джамалейла, Муса Даудов, Асан Вискаев. Неделя. В
Чеченской Республике наблюдается положительная динамика в туристической сфере. С целью популяризации внутреннего и въездного туризма в регионе планируется расширение экскурсионных маршрутов и проведение масштабных мероприятий. Развиваются и новые направления активного отдыха. Особой популярностью среди путешественников пользуется глэмпинг. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. С каждым годом количество туристов в Чеченской Республике растет. Ежедневно ее посещают жители других регионов и стран. Ирина Волошина здесь первый раз. Она давно планировала посетить регион. Культура, обычаи и традиции местных жителей впечатляют, говорит Ирина. Больше всего понравилось, просто я бы даже сказала, восхитила чистота, красота и вот какая-то, знаете, любовь к своему месту. То есть это прям вот читается вообще невооруженным глазом. Хотелось все. То есть посмотреть на вашу республику и повосхищаться вашими людьми. Люди удивительные, замечательные. Поездка в Грозный была давней мечтой Эльнара Магданова. Из-за работы приходилось откладывать. И вот свой отпуск Эльнар первым делом решил поехать в столицу Чеченской Республики. Город, так скажем, моей мечты. Давно мечтал здесь побывать. Давно хотел побывать в мечети сердца Чечни. Вот. И моя мечта сбылась. Я в этом замечательном, прекрасном городе. И чем понравился этот город? То, что он высокого уровня. Город чистый. Как самое интересное, что здесь даже культура вождения отличается. Нет вот этого вот грубого вождения, как всем кажется, стереотипно. Здесь очень классно, здесь очень красиво. Развивается и активный отдых, однако тяжелые рюкзаки, спальные мешки и палатки могут и не пригодиться. Глэмпинг «Берег неба» – это новый формат отдыха, который популярен среди путешественников. Горные пейзажи и единение с природой привлекают внимание не только туристов, но и местных жителей. Мы, когда открывались, мы думали, что больше поедет приезжая аудитория. Как мы знаем, с тех пор, как граница закрыта, огромный поток туристов из регионов России хлынул на Кавказ. А по факту получается так, что у нас сейчас 80% туристов – это местные жители, что тоже не может не радовать, потому что, значит, наши местные жители тоже уже вкусили вот эту возможность отдыха в регионе, и людям нравится отдыхать у себя в республике. Глэмпинг позволяет совместить отдых на природе с комфортом. Сафари-тенты не уступают гостиничным номерам. Каждый из них рассчитан на 2 человека. Объект расположен на руинах крепости Ботигала. В отличие от классического похода с палатками, в глэмпинге каждое жилище оборудовано всем необходимым. Уютной мебелью, бытовой техникой, ванной комнатой и интернетом. Еду же туристам готовит специально приглашенный повар. Мы тщательно прорабатывали вообще дизайн и конструкцию этого места, так, чтобы все было максимально безопасно. Конечно, в погодных условиях, в горных, бывают разные ситуации, и дожди, и даже штормовые ситуации. Здесь бывают сильные ветра. Но плюс в чем? Мы находимся на южном склоне. На южном склоне всегда ветра меньше, чем на северном. Мы можем подняться, и там будет ветер сильный, а здесь ветра не бывает. Ну и, конечно, мы тщательно выбирали производителя вот этих конструкций. В прошлом году Чеченскую Республику посетили более 240 тысяч туристов. В этом году ожидают еще больше. Впрочем, то, что гостей региона очень много, видно и невооруженным глазом. Достаточно выйти на улицы Грозного. Диана Хармуш, Адам Михяев, Моусар Даудов, Аслан Висхаев. Неделя. Братство народов – залог благосостояния будущих поколений. Об исторических связях Чеченской Республики и Грузии говорили в школе языков имени шейха Дени Арсанова в Грозном. Организаторами встречи выступили общественные организации региона. Участники обсудили вопросы грузино-чеченских отношений, а также начало сотрудничества в культурном и туристическом направлениях. Сегодня у нас в обсуждении были выработка, скажем, мероприятий, которые мы можем предложить, взять за основу именно в налаживании этих отношений. Это в сфере экономики, культуры, того же туризма. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла персональная выставка современной каллиграфии «Священные буквы». Автор работ – председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов. Посетители смогли увидеть больше 50 картин, посвященных памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ознакомилась с экспонатами наш корреспондент Седа Хасиева.
50 картин в 6 стилях арабской каллиграфии. Работы Исмаила Денильханова воспринимаются не только как искусство. Это отражение исламской красоты и гармонии, считают посетители персональной выставки. Современные технологии дают возможность освоить каллиграфию за очень быстрое время. Но, конечно, я потратил довольно много времени на изучение, но когда уже начало получаться, я решил немножко масштабировать свои знания. Соответственно, сегодняшняя выставка, можно сказать, такой новой точкой моей жизни как творческого человека. Обучиться этому старинному виду живописи автор, по его словам, хотел давно. И очередная персональная выставка – результат его стараний в этом направлении. Художник вкладывал в свои работы время и частичку себя. Каждая из его картин написана в определенном стиле и посвящена как буквам из арабского алфавита, так и прекрасным именам Аллаха. Для посетителей экспозиции дети из творческих коллективов исполнили нашиды, посвященные пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. Выставку «Священные буквы» автор посвятил памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Посмотреть на экспонаты прибыли почетные гости. Среди них муфтий Салах Хаджи Межиев, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» Адам Шахидов, также общественные и политические деятели. شا بقيش علمنا خاف ديل جرجشنا حوال خضرا ترى صوها درجية من سوى حبوش طبعا نعمة دين دي نقصو إبا عندو اشتغلنا لهجو ولهج ما مخكع لهجو لدين فرطوها Салах Хаджи Межиев также отметил, что посредством каллиграфических картин автор прививает любовь к священному Корану. Ему и другим почетным гостям председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов подарил несколько своих работ. Поддержать вторую персональную выставку автора пришли близкие, друзья и коллеги. Они пожелали ему успехов в творческой деятельности. Это очень прекрасно. Столько работ, 50 работ, это здорово. Человек, который занимается государственными делами, общественной работой, находит время для творчества. Не остался без подарка и автор выставки. От Союза художников России Исмаилу Денильханову передали благодарственное письмо за вклад в развитие изобразительного искусства страны. Седа Хасиева, Мовсар Даудов, Ислам Аль-Султанов. Неделя. Уже несколько лет тепличный комплекс «Юг-Агрохолдинг» производит продукцию, которую поставляют в различные города России. В предприятии выращивают более 12 тонн огурцов и томатов в год. Компания не раз удостаивалась различных наград в области качества продукции и услуг. О том, как тепличный комплекс адаптируется к западным санкциям, расскажет наш корреспондент. Тепличный комплекс «Юг-Агрохолдинг» – один из крупнейших производителей овощей в Чеченской Республике. Их выращивают по голландской технологии, которая считается лучшей в мире. Она предполагает внесение всех питательных веществ только капельным методом. По такой системе предприятие номер 2 комплекса «Юг-Агрохолдинг» производит бугорчатый огурец под названием «Бёрн». Через 10 дней мы планируем получить первый огурец. Огурец растет быстро, культура, поэтому в таких условиях хороших он очень быстро дает отдачу. К этому каждому огурцу подведена капельница, вы видите. Вот она. Значит, мы подаем специальный раствор, который подводится к каждому растению, и за счет этого происходит питание огурца. Полностью голландцы нас учили, построили, обучили, в общем-то, и поэтому мы знаем, как это все делать. Она считается качественной, да? Да, качественно. Есть, конечно, аналоги российские, да, и сейчас их становится все больше, это да. Но, как говорится, самые лучшие в мире специалисты – это голландцы. И в плане выращивания, и в плане производства конструкций. В предприятии 4 блока по выращиванию огурцов. Общая площадь производства 9 гектаров. Есть помещение и для системы очистки воды. В каждой стадии производства продукта используются высококлассные технические средства. Это подъемное устройство, установленное на рельсах, обеспечивает доступ к верхушке растений. Вот так выглядит растение
после одного месяца посева. В этом блоке тоже такая же технология голландская. Ежедневно тут подкручивают растения, испускают их, удаляют лист и делают сбор. В год тепличный комплекс производит более 12,5 тысяч тонн огурцов и томатов. В каждом блоке трудится около 30 специалистов. В летнее время их рабочая смена начинается еще в 5 утра, зато заканчивается к 2 часам дня. Овощи Юг Агрохолдинга поставляются не только на местный рынок, но и во многие крупные регионы России, вплоть до Приморского края. После введения западных санкций предприятие полностью перешло на импортозамещение. Наша продукция славится тем, что мы работаем только на биологии. У нас нет по дороге, чтобы продукция наша испортилась. Такого момента у нас нету. Востребована наша продукция, звонят, приезжают, заключают с нами контракт. После введения санкций мы полностью перешли на российские удобрения. Нас это устраивает, нам удобно. Тепличный комплекс Юг Агрохолдинг удостоен различных государственных наград. В 2019 году компания стала лауреатом премии правительства России за выдающиеся результаты в области качества товаров и услуг. А 2 месяца назад продукция предприятия получила золотой знак качества. Это заслуга коллектива. Те люди, которые работают на производстве. Нету ни одного человека, который бы сегодня не похвастался бы этой наградой. Они гордятся, говорят, на этом не будем останавливаться. Генеральный директор этой компании, этого предприятия является Адаев Нурсулт Ломалиевич. Не покладая рук, работает, всевозможное оказывает помощь предприятию, но с поддержкой главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Очень много вопросов, которые мы решаем благодаря его поддержке. Юг Агрохолдинг входит в перечень 16 системообразующих предприятий региона. В связи с этим сейчас активно идет строительство в третьей очереди тепличных комплексов. Они позволят в разы увеличить объемы производимой продукции. Абдулла Батаев, Адам Яхяев и Аслан Исхаев. Неделя. На этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей!